то, что написано у автора, живьем я ни в одного, ни дирижера, ни оркестра не услышал. И многие вещи это невозможно воплотить какими-то нотными записями, какими-то терминами, потому что та же самая терминология, она предполагает определенный какой-то уровень, то же самое форте громко, по отношению к чему? Или крещендо, или акцент. Это все исходит из музыки. И даже запись длительности нот в каждом стиле, оно совершенно разное. Поэтому приходится даже просто напевать. Ну вот, восстановленная партитура, которой вообще как партитуры и не было по жизни ноты. Мулявин все это наброски делал, напевал, ребята все схватывали, все. И погибло произведение. Если бы чудом из зала кто-то в России во время концерта на бобинный магнитофон не записал. И вот я с этой записи, где все шумы, высокие ноты, там все ничего не слышно, все это я раскопал, все, а потом уже делал партитуру для оркестра. Сейчас уже это по-моему, для драматичної поеми Янки Купала «Одвечная песня», песня про долю. Вот это рок-опера, как-то называют ее. Сейчас уже есть ноты, все, уже можно не только нашим оркестрам национальным, наших народных белорусских, цимбальным. Ноты есть, можно уже для любого состава делать. Что ты спишь, белорусский мужик? Глянь, устали усе, як свет Божий вялік. Толькі ты, брат, один, як забитый ляжешь, и на долю свою не устаешь, не глядишь. Няўжо мало яшчэ катавали цябе, няўжо мало яшчэ слёзы гора табе. Дык праснися ўжо, беларускі мужик, глянь, усе устаюць, як свет Божий вялік. Вот это наши песни, моя фантазия. Это странных песен Верасы, что пели, и Сябры, там, и отдельные исполнители. Вот такая подборка песен. Есть у меня такие твистовые песни, песни нашего двора. Есть вот оригинальные произведения, именно это уже не на темы, от старожитных часов, что называется. Тут используется очень много разных инструментов, и жалейки, и квинтета Карин, и дуды. Жыццёвы і творчы лёс Александра Михайловича звязаны с оркестром імя Жиновича. У 1986 годзе до мяне дайшла музычная хваля аб маладым таленавітым чалавеку, на той час унікальным, выдатным выканаўцам на беларускіх фальклорных народных інструментах. Запрашэнне и приход Александра с годами эволюційно змянил само гучание оркестра Жиновича. Мы як быццам бы вернулись до вытоков истинности гучания народного оркестра. Наш оркестр еще уникален по-своему, как я говорю, один во вселенной. Если русских народных их много оркестров, там и имени Андрея, имени Осипова, много существует, то у нас профессиональный один, где цимбалы основу составляют. Я говорю, а раз в Беларуси один больше нету, значит по вселенной нашей галактике единственной.
колокольный звон ударил, и он понесся. Ведь на скрипке, когда ты сыграй пицциката или смычком, раз, и он затух. Все. А на цимбалах, вот, это самое главное. А такое пицциката. Даже какую-нибудь старинную музыку вот сыграть можно. Переворачиваешь. Или популярную музыку, когда-то в оркестре Поля Моря его произведения звучат, где там, если вы помните, клавесинчик играл. А тут пицциката цимбалками играешь. Арпеджио то же самое рассыпать. Глиссандо. То есть у скрипки есть глиссандо, то на одно, это одна нота только тянется, а тут нота на ноту наслаивается. Самое главное в жизни, не нужно сравнивать инструменты и играть те произведения, которые написаны не для этого инструмента. И тогда все будет нормально. Та-да, та-да, па-па-па-па-па-па. И пошел ритм, да? Ну, поехали. Давай только темп. Там-пам-пам-пам-пам-пам. Утюги, фотоаппараты тех лет, пионеры ходят отряд. Дед хороший столяр, плотник был. И тяга к музыке у него была с детства. Он за свою жизнь скрипок 15 сделал. Да, это не Страдивари, это не Гварнери, не Амати. Но это, извините, сделать такое я бы даже и не взялся. И тоже он какие-то там и елку, и грушу использовал, подбирал дерево, чтобы служить. Он всем внукам пораздавал, но только по музыке один я пошел. Профессиональных музыкантов в моем роду не было. Но у меня отец и на гитаре играл, и на гармошке, и на аккордеоне. Мама с детства пела, как она говорила, песни. Не было же откуда-то информации. Привозили весну на Заречной улице в клуб там раз в месяц фильм. И, говорит, с девчатами мы мгновенно мелодию, и каждый по куплету слова запоминал там или по строчке. Я, говорит, вечером мы уже на посиделках там на танцах пели эти песни. Когда в детстве в цирк привозили, мои глаза больше не на арене были. А там, где тогда в то время Финберг руководил оркестром, там эти саксофоны, трубы, и вот это все меня привлекало. Бескрайнее, вечно со мной, рядом со мной, как встретил мир, как тих рассвет, как роз ночных прозрачен след, и так неслышны, так близки дневных забот шаги, как светил день в своем начале. Тихо спят печали, ранним утром на земле. Я уже с 2 лет Родион, это был мой инструмент. У меня только Сашка, ну поставь эту пластинку. И перепутывали конверты, но я ставил всегда точно то, что они просили. А в 4 года дедушка с бабушкой увидели эту тягу и на день рождения купили мне аккордеончик. К вечеру я уже подобрал пару мелодий, а через неделю я уже то, что слышал в радиоточке, телевизора тоже не было еще. Я уже все играл и в любой тональности. Вот такой инструмент, с чего все началось мое. Только это не гармошечка была, а маленький аккордеончик. Ну, левая клавиатура, вот столько же басов. Когда мне подарили в 4 года все игрушки мои
ушли из моей жизни. Мне уже было неинтересно, мне только это было. Все. Этот аккордеон затмил все остальное. Меня даже мама выгоняла там на улицу даже погулять. Книжки появились еще, то книжки, то аккордеон. Надо иди погуляй, и все. А мне так хотелось. Это такой мир для меня открылся. У меня жизнь по-другому потекла. «27 лет свадьбы отыграл. 27. Я с 1 класса начал играть еще. У нас на Ставсовщине, в общем, в том краю был состав духовая музыка, как называли в народе. 2 трубы, баритон, барабан, умца этот, и я на аккордеоне. Я помню, после свадьбы в школу идешь, рука стерта, плечи болят. Но зато 10 рублей заработал уже. И я во время учебы, тогда институт культуры назывался, я на народно-хоровой кафедре у Дробыша работал аккомпаниатором. Я во всех оркестрах Минска играл, и в бендах, и в духовых, и русских народных. Я научился на всех инструментах играть. Я не профессионал на этих всех инструментах, но они мне помогают, когда я пишу аранжировку. Вот заказали для симфонического и для духового. Я пишу не просто, что знаю диапазон инструментов, а я пишу, я их сам держал. Я знаю, на какой... Я пишу, а у меня мысленно нажимаются на эти клапана инструменты, кулиса тромбона дергается в руках. Во Вьетнаме я так данбоу хотел купить. Это такой инструмент, вот, бревно такое. И одна струна натянута, бревно, резонатор. И там натуральными флажолетами играется, а между ними там кварта, квинта, терция, может быть, это таким вибратором дотягивается. И оно, такой звук, как человеческий голос. Так прекрасно звучит, но в багаж не сдашь. В самолет, куда это? А там натуральное бревно, как раньше эти дрова пилили, вот козлы, ну куда его? Здесь у меня собраны не только наши белорусские, вот, допустим, вот, жалейки. Вот это из Турции, это по типу нашей чаротки, как называется, с камыша, или соломка делается все. Вот это шотландская пайп, ну пайп, дудка. Вот очень интересный инструмент за счет того, что здесь свистковое устройство сделано. Здесь целая гамма, вот 3 отверстия только. Инструмент очень уникальный. У нас в Беларуси только в Могилевской области он бытовал. Это вот парные дудочки. Этот, вот, как по-английски называется, rain stick, палка дождя. Это я с острова Реюньон привез. Я как увидел, и самолет с этой палкой. Приезжай домой, Ирма, не понял, что это такое. Они использовались шаманами вызывать дождь якобы. И вот колдовали, там что-то делали. Вот оно такое прекрасное звучание. Ну и в то же время и в танцах они своих, может, как маракас использовать. Что там внутри насыпано, я не знаю, я не разбирал, потому что разбери, потом не соберешь. Вот очень интересный инструмент, называется хулус. Это китайский инструмент. Одним своим видом даже уже восхищение вызывает. Такой какой-то необычный, красивый. Для чего вот это резонаторное отверстие, и в то же время оно функцию, там язычок приводит в движение, влага попадает туда. Для того, чтобы не на язычок садилась влага, когда вот в жалейку дуешь, чтобы что, а она распределялась по стенке. А потом, когда прекращаешь играть, она естественным путем, эта влага уходила.
когда наш президент принимал китайского, там их человек 200 сидело, делегация. Я только вышел с Хулусом, уже тишина. Что такое? А когда сыграл, так как эти охранники потом сказали, говорят, мы ничего не поняли, что вы, Александр Евгеньевич, там играли. Но, говорят, такого фурора мы не ожидали, что вы вызовете. Всегда восхищение вызывают и цимбалы, и жалейка, и дудочка. Особенно, когда соломка это натуральная. Все не верят, после концерта подъезжают. О, как те немцы, о, дастиш, фантастиш. Наша дуда вызывает у них восхищение. Почему? Они волынку достают и целый час настраивают, чтобы она строила там все. И у них вот такие глаза на выкате были, когда перед концертом я открываю футляр, сложил, и пошел на сцену. И она строит, и все. И такое звучание богатое. У наши дуды, они низкие, и большая, и малая, первая октавы. А у них там это все там первая, вторая, такие визжащие. Да, прекрасный инструмент, все. Но у нас же богатое такое. У нас вот Денис Гром делает окарина. Это с итальянского окарина это гусенок. Это когда-то из Италии к нам пришел инструмент. Но у нас свою форму нашли, свое звучание. И их делают разные виды. У меня в оркестре у меня есть и трио окарин, и квартет, и целый квинтет. Высокая окарина, как звучит там. Допустим, есть пониже окарина. Уже на целую кварту нижена. А есть еще ниже. Уже на целую октаву ниже, чем та самая маленькая была. И еще ниже есть, она вот такая, я кажу, як трехлитровый слоик сирода. То есть, и вот из этих окарин можно произведение, потому что диапазон уже где-то больше 3 октав получается. И звучание мягкое, это не добьешься ни на одном синтезаторе. Каждый инструмент хороший по-своему. Инструмент не просто так возник на пустом месте, что натянули, струнули, что и форма, и тембр, он формировался столетиями. То есть туда душа каждого народа вложена. И исполняется, наверное, то, что близко, это характерно этому народу. Ну, что немножко больно, то, что подходят и спрашивают, а что это за инструмент? Я говорю, это цимбалы. А чьи это? Я говорю, ну чьи? Вы где родились? В Беларуси. А ваши родители? Да, я корен. Я говорю, так это наш белорусский инструмент. Вот это, к сожалению, я уже не говорю про эти духовые инструменты. И то, что мы с 2000 года возрождаем все это, вместо того, чтобы поддерживать, пока что от государства никакой поддержки.
мастера на своих кухнях делают и дуды, и жалейки, и цимбалы, и все. А это, к сожалению, не даст результата. Современные цимбалы, это вот, которые Иосиф Иосифович Жинович с мастером Крайко что сделали, они сделали вот это, и дальше не пошло, дальше никто не занимается ими. Потому что там очень много есть вопросов. Потому что музыканты, какие, а технические возможности инструмента уже не соответствуют этому инструменту. Цимбалы целый год можно потратить. Во-первых, это дерево нужно. Высушить его. Собрать этот инструмент за 2 года ты собрал, а он не оправдал твоих надежд. Значит, ты должен подумать, вот там изменить. И опять год пройдет, пока инструмент, и опять не достиг результата. Инструмент, пока душу не вложишь в него, он звучать не будет. Сейчас режиссеры тоже все делают, чтобы никакой грязи на сцене не было, чтобы все это по-армейски. А чем плохо, если раньше наши песняры выступают, у меня и записи есть. И выходит Петросян, объявляет их. Раньше же профессия конферанса была. Ну и что они шнуры втыркивают, там Демешка садится, барабан подравнивает, там, попробовал. Это все живой процесс. Они проверили, что работают инструменты. Все, и конферанс, тот же самый Петросян, вот наши песняры из Белоруссии. Все, увидел, что готовы. И так, все. И, пожалуйста, они играют. Говорят, живая музыка, она тогда будет, когда акустический зал построен правильно. Что раньше и делалось это. Были и для хоров строили, и для камерных составов, и все. А у нас сцены, как это по-белорусски кажется, абы хорошенько было. Завешает этими ширмами, все, это все поглощает. Приходилось нам в Европе играть и с моим ансамблем. Есть аппарат, то есть они могут тебе позвучить. Приезжаешь, потом смотришь, не нужно никакой аппаратуры, потому что там все звучит. И пианиссимо, и пиано. А у нас в Беларуси ни одного зала. Даже, вот кажется, филармония, все после ремонта, акустики вообще никакой. И живьем, и сидит, неважно, или наш народный оркестр, или симфонический играет. Видишь иногда, что человек играет, а его не слышно просто. У меня есть элегия, которую я написал когда-то. Было лето, светило солнышко. Я встал пораньше, но женушка моя дорогая еще спала. И вот что-то у меня родилось. И я ее записал. Моя жена, она понимает. Ирочка моя, она уходит в положение. И иногда, когда говорит, вроде дома присутствуешь, но тебя нет. Особенно, когда есть заказы, когда много работы какой-то, садишься в это кресло, и когда особенно срочно нужно, и все. Она меня отрывает, хоть встань, разогнись, на улицу сходи. Когда единомышленник в семье, если перед глазами и в мозгах что-то другое стоит, когда чувствуешь, что человек чем-то недоволен, тогда я получаюсь уже... Да, я вроде хорошее дело делаю, но человек же из-за меня страдает. Поэтому здесь взаимопонимание должно быть все-таки. Когда родилась первая доченька, вот шел, у меня что-то крутилось. Я не могу объяснить, что у меня происходило. Это ж не объяснишь, как абсолютный слух, почему я это слышу. И многое состояние, многих ощущений. Ну, вот так вот получилось. Многие смотрят, которые с музыкой связаны, что ты напрягаешься, зачем это надо? Ну все, ты в это влез, и ты хочешь все это довести, все отглянцевать, чтобы это было. Не чтоб сияло эту сделать показуху там какую-то, а чтобы людям, которые пришли на концерт, комфортно и интересно, самое главное было. Чтобы они еще раз захотели прийти.